Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Алдында айтқанымыздай, Күлтөбе подкастының бірнеше эпизоды ұлттық identity, Қазақстандағы ұлттың қалыптасуы тақырыбына арналады. Осы сериядағы подкасттарымыздың бүгін екінші эпизоды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақстандық identity туралы болады. Бүгін біздің спикерлерімізге ойларын жеткізу орыс тілінде ыңғайлы болғандықтан подкаст орыс тілінде болады және қазақша субтитрлері болады. Қонақтарымды таныстырудан бастасам, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің қонақтарымыз, алғашқы қонағымыз Зульфия Имярова. Зульфия Имярова – ассоциированный профессор факультета политологии и международных отношений в университете Нархоз. И вторая гость Анна Климченко, социолингвистка и исследовательница Центра Paper Lab. Спасибо, что пришли к подкасту. Спасибо, что пригласили. Да, очень рада быть здесь. В прошлом эпизоде мы говорили про процессы идентификации этнических казахов именно в современном контексте, как молодежь ищет себя, поиск идентичности вот в современном контексте. И сегодня я бы хотела поговорить про процессы идентификации среди более широкой категории граждан, про неэтнических казахов или казахстанцев. Мы еще поговорим. Вот как идентифицируют себя этнические меньшинства в Казахстане, казахами или казахстанцами, вот наблюдается ли поиск идентичности, и как вообще формируется идентичность в современном контексте, то есть после 30 лет независимости Казахстана. Вот, Зульфия, вы автор ряда статей про идентичность дунганских диаспор, и вы пишете про процессы формирования нации в Казахстане. Анна исследует отношение молодежи к языкам, да, особенно вот казахскому, русскому, английскому, вот к трехязычию. Прежде чем приступить к дискуссии, хочу начать вообще с терминологии. Вот у нас в социополитическом дискурсе параллельно существуют вот два понятия, как и термины, да, как казахстанцы и казахи. Вообще, есть ли разница между этими категориями, и если есть, какая, и как вот этот термин казах-казахстанец интерпретируется в других языках, не казахских языках? Это вот этническое понятие или инклюзивное? Ну, для начала, наверное, расскажите, как в казахском языке вот импортируется казах и казахстанец? На казахском языке, вот как раз мы в прошлый раз говорили на эту тему, казах және казахстандық. Я хочу сказать, есть большой дискурс, вот казах это как этническое, но в то же время есть параллельно дискуссии, которые говорят, казах, вот это понятие, казах, он и гражданское. То есть у нас есть, сейчас есть вот такое понятие орыс, рулы, казахтар, вот как будто вот казах русского происхождения, казах узбекского происхождения. Вот и есть такая дискуссия параллельно, да. И пока что нет такого, как сказать, общего понимания и интерпретации. Кто такой казахстанец, да, начало? То есть казахстанец — это человек, который живет в Казахстане, да. Если мы говорим казах, то это как бы такой очень общеизвестный такой дискурс, да, наверное, что это этническая принадлежность. Да. И очень большой вопрос, да, как станут ли все этнические меньшинства казахами, да, и что это значит быть казахом для узбеков, для уйгуров, для русских, да, Дунган, да, такое. Вот. И когда мы говорим, вот, ну, вы спрашиваете, да, то есть как этнические меньшинства себя ассоциируют, да, кто они, казахи или казахстанцы, да? То есть, прежде всего, наверное, ассоциация идет со страной проживания, да? Что они казахстанцы, в первую очередь, да? И тут как раз-таки, то есть меньшинствами, да, то есть вообще вот когда мы говорим вот этнические меньшинства, этническое большинство, я считаю, немножко неправильно тут, да? Почему другие национальности, да, вдруг стали этническими меньшинствами, да? То есть я больше склонна к тому, что мы все граждане, да, граждане одной страны, да? Вот. И что это значит быть вот казахом для всех других национальностей? Это, наверное,
есть как это понимается, да, это в широком смысле, да, то есть как это люди понимают. Это означает ли это отказ от своего языка, от своих традиций, да, то есть в пользу именно казахской традиции языка? Или это будет такое гражданское, да, там такое понятие, что мы все, да, казахи. То есть, ну, это и так, да, то есть, если мы куда-то едем за границу, да, то есть показываем паспорт, да, where are you from? Казах, you are казах, окей, I'm казах, да, все, да, а если говорить внутри страны, то мы видим здесь как раз-таки вот это такой спорный вопрос, да, то есть, и как раз-таки другие национальности, они больше ассоциируют себя там с такой, знаете, что они казахстанцы, да, там, нежели казахи. Вот, а если все будем казахами, то как это означает, что все граждане Казахстана казахи, да? Если так будет, то окей. То тогда как же те этнические казахи, которые живут там в Китае, да, в России, они тогда кто? Если граждане Казахстана казахи, то они как не казахи, да, или как? То есть тут очень, понимаете, тут будет очень много путаницы, да. Вот. Как со стороны, там, допустим, уже говорите, других национальностей, да, так как со стороны вот этнических, да, казахов, которые живут за границей. Очень действительно интересный ответ. А вот если не этнические меньшинства, то как лучше, каким словом называть? Граждане Казахстана, да. Граждане. Да. И почему вот такая сильная вот привязка к этничности? Вот это как, знаете, немножко так настораживает. Вот я бы сегодня это, хотела говорить как раз про вот non-этник, да, вот быть non-этник в современном государстве. Ага. Я поняла, вот в прошлый раз, кстати, тоже была такая дискуссия вот про называться казахами или казахстанцами, и мысль была такая, что среди страны, внутри страны вот используются вот эти две категории, а когда ты в другую страну поехала, и для иностранцев нет разницы, да? Ты по-любому казах. Да, да. Голубой паспорт, и ты казах. Вот ты Казахстан, а я казах. То есть контекст больше. Да, мы говорим, да. Ну, я училась как раз-таки в Литве, в Германии, и я там максимально всем пыталась объяснять, что I am Казахстани. Почему так длинно? Потому что у нас вот много разных этносов проживает, и вот все такая, по идее, должна быть одна большая дружная семья. Вот. То есть как исторически, да, вот предполагалось, что считалось и считается, может быть, что Казахстан — это лаборатория дружбы народов, да? Что здесь так получилось исторически проживать люди разных. Вот теперь как раз я хочу вот перейти на вот мы говорили как раз лаборатория народов, да, и дружба народов. А какая модель нациостроительства сейчас в Казахстане, да? Это этническая или гражданская? Или мы можем там разделить и сказать, это вот такое, а не другое? Может, это и то, и другое, и, может быть, сейчас идет поиск моделей, да? Вот, могли бы... Вот что говорит, вот пишут политологи, да, которые исследуют нациостроительство в Казахстане про это. А вот сначала бы хотела вернуться к тому первому вопросу, наверное, опять, да, там кое-что вспомнила. Вот когда мы говорим тут о казах или казахстане, да, помните, вот 2 года назад в Ассамблее народа было выступление вот девушки, где она говорила, что она она выступала на казахском языке, она была полуйгурка, полудунганка, да, где она говорила, вот хорошо бы, да, чтобы все были казахами, да, то есть как в паспорте, да, чтобы это вот такая идентичность у всех. Если вы помните, что после этого была очень такая жаркая дискуссия, да, в соцсетях, да, и было очень много негатива, то есть как она может так говорить, да, то есть в основном это говорило кто казахскоязычное население, да, что как она может быть казашкой, да, ты там наполовину гурка, наполовину дунганка, да, для того, чтобы быть казахом, надо знать там 7 поколений своих, да, то есть какие-то есть другие, да, там что-то, чтобы быть казахом. И в то же время я сейчас вспомнила Головкина, а его же наоборот признали, когда он же сказал, я казах, да, и тогда было наоборот, о, да, Головкин наш казах. Вот от чего это зависит, вы да, тоже интересно. Не путайте, понимаете, что это звезда, это знаменитость, да,
Да. Одно дело, когда это говорит знаменитость, да, мировой величины, и когда это престиж страны, да, наверное. А второе дело, когда говорит там простой человек, да, там колхозник говорит, ой, знаете, я принадлежу к другой этнической группе, да, но я казах, да. Тут видите, опять такой как избирательный подход получается, да? Вот как раз я тоже говорю, этничность может быть такой гибкой, in general, да, вот, я уже на английский перехожу. В общем, вот этничность это это вообще процесс такой гибкий, и он текучий, да, меняется. Да. Было исследование, где у студентов спросили, что значит быть казахом и казахстанцем. И там были такие критерии, то есть можно говорить о таком инклюзивном и эксклюзивном понятии казахстанца. Нет, там про казахов было, да. И студенты называли тоже вот кровь, чтобы в их жилах текла казахская кровь, именно чтобы были вот родственники, поколения, что это вот наша земля, где мы родились. Что там еще было? Какие-то традиции, ментальность, культура. Но вот эти все вещи, они такие больше эксклюзивные, и они как бы ограждают вот людей других этносов от становления казахстанцами, казахами. А к инклюзивным относились вот язык, естественно. Ислам тоже можно как бы, да, себя причислить. Вот, то есть буквально там по пальцам пересчитать можно было такие признаки инклюзивные. То есть это больше как этнически рассматривался, категория рассматривалась. Да, вы видите, вот Аня говорит, да, что вот много было условий, да, то, что должен знать вот это, то есть по природе своей ты не можешь это знать, и не можешь принадлежать, да, значит, ты не можешь быть казахом. Помните, Индира, вот именно исследование Финки, да, Петра, когда он изучал вот узбеков, да, вот по Центральной Азии, и вот я в своей статье в Оше тоже так говорила, да, про ошских, да, этнических групп, что как раз-таки там он и говорит, что почему различные этнические меньшинства растворяются в узбекской нации, да, потому что вот эта категория узбекскость, да, она очень гибкая, да, и она, если ты просто живешь с ними в одном махаля, да, ты запросто можешь стать узбеком, да? Да. Поэтому там нет каких-то условностей. Тогда узбекскость вообще описывается, он описывает это более таким функциональным, то есть ты это как стиль жизни, да, если ты вот соблюдаешь стиль жизни, ты говоришь на языке, да, и ты уже принимаешься, считаешься. Я вот хотела бы такой пример сказать, да, вот у меня вот знакомый врач, да, все, много лет, там, я вот к ней хожу на прием, и она все время говорит, что она узбечка, да. И вот когда мы разговорились, и она говорит, вот у меня мама уйгурка, а папа азербайджанец. И раз такой вопрос, да, почему тогда вы узбечка? И она так, знаете, так задумалась, так, и сидит тогда, значит, получается, я не узбечка, да? То есть, понимаете, то есть, да, она всегда знала этническую принадлежность своих родителей, она жила среди узбеков, всю жизнь считала себя узбечкой, да. И просто тут в разговоре такой вопрос, да, то есть, а как же... Определяется узбекскость, да? Да, видите, значит, вот, если живешь, значит, да. Это здорово, что у нее это вот в голове как бы само собой разумеющееся было. Да, получается так. То есть этничность, может быть, это то, что этника-идентити, да, этническая идентичность — это то, что ты себя считаешь в голове, и как тебя тоже воспринимают другие. Вот я вот про это вот в своей статье вот как раз говорила, да, что когда этнические меньшинства адаптируются или как ассимилируются, да, именно в majority, да, где большинство. Потому что если это соответствует двум категориям, да, accessibility and fit, да, то есть если ты подходишь, то есть тебе подходит, и если как эта категория доступна, да, то есть она открыта. То есть если узбекская категория, да, то мы видим, что там нет никаких условностей, да, ты поживешь здесь, ты ходишь на эти же свадьбы, да, с нами, да, там разговариваешь на нашем языке, все, ты считаешься узбеком, да.
Вот. То есть если для них это приемлемо. Я как раз говорила там о дунганах, что вот когда они переселились, вот одна из групп дунган, да, когда переселилась в Ош, они потихоньку растворились среди узбеков. Почему? Потому что у них общая религия, да, потому что они вели оседлый образ жизни. Ага. Язык абсолютно другой. Говорили на дунганском, ближе китайском, да. Вот. То есть потихоньку они выучили язык. Да. И еще сыграло тот факт, что они, вот это было у них, межэтнические браки были, да. И потихоньку они стали себя ассоциировать именно вот с узбеками. Хотела сейчас спросить этот вопрос. Мы вот затронули, да, вот модель нацистроительства в Казахстане, это этническое и гражданское. Да. Ага. И вообще, может, есть ли разница вот в понимании казахстанской нации государством, госинститутами и вот вообще гражданами страны? Мне кажется, у вас есть статья про это, да, или? Да, смотрите, вот интересно, да, что вот официальный дискурс «мы единый народ», да, и единый народ именно является главной ценностью страны. То есть про это повторяли и повторяют наши власти неустанно. Но в то время мы как видим, что есть вот такое деление понятий, да, есть понятие там титульная нация, есть там остальные, да, вот. Тут немножко, видите, как спорно идет, да, то есть говорят одно, там, а на деле происходит там, немножко другое. И вот последние 5 лет я вот провожу такой опрос среди молодых людей, студентов, да, и спрашиваю, что такое многонациональное государство, да, вот как ты понимаешь, что, причем это не так, что вот человека посадить, да, и сказать, вот давай, отвечай на вопросы, да, там все. Просто это как как между делом, как это сказать, да, то есть это такое неструктурированное, да, интервью, так, беседе. И вы знаете, вот, да, такую тенденцию. Если вот казахскоязычный, да, студент, по национальности, если он казах, он говорит, это в основном, да, 100% он говорит, это мы, многонациональное государство, это вот мы, казахи, и все остальные. Да, то есть в то время как русскоязычный, да, говорит, многонациональное государство – это мы все. Это все люди Казахстана. Вот, то есть если мы смотрим казахскоязычную прессу, да, и мы видим там четкая иерархия. Да. То есть это может быть из-за того, что каждый использует другую медиа, то есть вот идею про нацию, что такое народ Казахстана, берут через разные каналы информации. Возможно. Медиа. Но это дискурс. Еще это опять официально, вот это double talks, да, вот двойной дискурс властей, да, когда они обращаются на казахском языке, то говорят, что мы народ, да, мы Минанултымон, да, говорит, моя нация и братья. В то время как идет посыл на русском языке, мы граждане Казахстана. Все граждане. То есть вот так параллельно. То есть чувствуете, да, что здесь просто мы просто граждане, вот, то есть мы братья. То есть говорите, что Казахстан еще не выбрал свой модель, да? Мы до сих пор на пути нацистроительства. Да. То есть еще не решен этническая модель это будет или вот гражданская, да? Но с другой стороны, вот этот дискурс такой не, как это сказать, не явный, противоречивый, он уже поддерживается 30 лет, и как будто ничего не собирается там меняться, определяться. То есть, да, вот у нас есть уже все ассамблея народа, и то есть, нет такой как будто возможности что-то поменять, именно нет такого намерения у государства. Нет. То есть как будто они определились, вот просто гнут свою линию. Сейчас вспомнила Эриксона, антрополога. Он говорит про вот 3 стратегии, к которым прибегают государства, да, в отношении к меньшинствам. Вот он пишет, что первое — это ассимиляция, то есть ассимилировать меньшинства в большинство. Поглощение. Да, поглощение, ага. А второй метод, да, это вот сегрегация, то есть не поглощать и просто оставить больше вот в сегрегации, да. И вот третий метод — это интеграция через мультикультурализм. А не подходит ли вот то, что сейчас в Казахстане, это вот к мультикультурализму? И вообще,
применяются ли один из этих подходов, да, у нас? Ну, пытаться все И методы, как государство, модели. и как народ, может быть, есть вот один подход государства использует, да, прибегает, а есть еще другой подход от народа, может быть? Вот Аня говорила про вот ассамблею народа, да? Вот что есть ассамблея народа, и во многом власти удовлетворены этой работой, считают, что есть ассамблея народа, ну и все нормально, да? Вот, но нужно тут сказать, посмотреть, чем занимается ассамблея народа, да? То есть в основном это мы видим, что выполняет функцию, фольклорно-гастрономическую функцию, я бы сказала, да? Вот, и но как бы все это меняется, да, вот с этой стратегией, наверное, новый Казахстан, да, вот буквально 3 дня назад я была вот на такой большой конференции в Академии наук, да, по межэтническим отношениям, вот у Мухтарбека Сейдалиевича, мне, знаете, очень понравилась эта конференция, понравилось, что как такой идет оживленная дискуссия, да, что это не просто так, да, что сверху вниз, да, что вот мы так сказали, что это вот так будет, да, то есть и я увидела абсолютно, знаете, то есть меня это очень обрадовало, что среди политологов, да, там социологов идет вот такой дискурс, да, что прислушивается и к разным мнениям, да, а не только там сверху, они слушают голос там, да, снизу. Активно ищут тоже, конечно, да, да? то есть для них это очень важно, очень важно понять, да, что же происходит сейчас, и почему так происходит, почему участились межэтнические конфликты, да, то есть это вот такой вот процесс, вот такой, да, вот очень интересный процесс, да, и это, как мы скажем, то есть это поменяло мое такое, знаете, вот полное вот восприятие, да, восприятие вот нашего научного сообщества, да, что научное сообщество ищет ответы на эти вопросы, да. Вот. Это что предлагает хорошее. научное сообщество сейчас, вот особенно вот в строении? И вы знаете, что не идет просто так. То есть и вот это научное сообщество признает, да, что до этого практически 20 с лишним лет мы говорили только о достижениях, да, что проблемы замалчивались. И сейчас как раз настало это время решать эти проблемы, говорить. То есть говорить это значит не просто говорить, а говорить это значит надо еще и слушать, да, слушать мнение. Вот. Что же говорят люди и почему так вот происходит. Вот, кстати, про вот Ассамблею народа Казахстана. Говорите, да, что он имел только вот функцию фольклористическую, да? Я заметила, когда я вот на юге делала свое исследование, да, это фольклористское, но это имело значение для вот людей, да, особенно когда я приехала, окей, говорят, давайте мы вам покажем вот наш местный театр, да, то есть и как фольклор он имел значение, но теперь мы должны дальше говорить тоже про проблемы, да, это может быть было только про, как сказать, про репрезентацию культуры в виде институтов, да, культурных институтов, но какую роль играла именно вот театр узбекский? Потому что, ну, я так понимаю этих людей, да, что эта Ассамблея народа это была единственная платформа, где можно как-то выразиться, да, выразить свою, да, там, культурную особенность. Ну, что-то можно показать и как-то заявить о своем я, что, знаете, вот мы тоже тут существуем, да, что мы вот есть такие малые, да, вот группы, да, вот у нас есть и говорили только то, что можно говорить, да, вот у нас есть блюдо, вот у нас лагман, у нас вот плов есть, да, вот есть какие-то танцы, да. Вот и все. То есть это своего рода способ проявить себя, да, то есть и высказаться, хоть что-то показать, да. Хотя тут опять, да, то есть проблемы, да, не говорили о проблемах, но что-то сказать, вот как-то себя проявить. Да. Мы сейчас говорили про ассамблею. У тебя есть что-то сказать, кстати, да, добавить к да. этому, да? Как будто мы вдвоем общаемся. Мы уже так повернулись, да? Про вот понимание народа, да, вот что такое казахстанский народ. Я спросила, есть ли отличие, вот как интерпретирует вот народ ассамблея и как интерпретируют сами граждане. В принципе, с работой ассамблеи я не сильно знакома. Пошарилась на их сайте.
Я думала найти какие-то мотивирующие видео или речи, ну, почему-то там ничего такого даже не было. Меня это немного расстроило, ну ладно. Вот, извините, вот вы правы, Анечка, вот вас перебью. Вот, как раз после этих конфликтов, да, которые участились, вот, было такое предложение вот от ассамблеи, что нужно издать книгу про историю этносов. Вот, и проводить какие-то культурные мероприятия на селах, да, будут выезжать там агит-бригада такая, да, советская, вот, и будут сказывать там людям вот, про культуру, традиции разных народов. То есть посмотрите, опять же, те же инструменты, да, и то есть и каким образом вот эти учебники, сказки все давать, они еще предложили эти сказки, да, вот будем издавать вот сказки народов Казахстана, да, то есть каким образом вот эти мероприятия смогут сблизить людей. Это, наверное, больше про awareness, да, то есть... Да, то есть показать, что... Ну, показать, ну, это... Как вы говорили, показать, что вот они есть. Они есть, они существуют. Есть такая культура, да. И есть вот такие-то, не знаю, там больше такой, как вы говорили, фольклор или вот культурные разницы, да, история. Наверное, это про это. Кстати, и методы решения этих конфликтов точно такие же, понимаете, вот как это, да? То есть давайте будем, да, вот те же сказки, там, книжки, да, какие-то читать, там, танцы, да, какие-то. То есть это... А как вы думаете, на конфликты именно влияет вот эта политика нациостроительства, ну, модель нации, да, то, что у нас вот делятся как guests and hosts, да? Ага. Или это про другое? Тут, понимаете, это уже другое, это perception, уже grassroots perception мы говорим, да? Да, политика — это одно, то есть что государство отправляет сообщение, да, как message, а вот как его интерпретируют этот message люди? Получается, что вот эта модель, да, модель нациостроительства, модель вот казахстанскости, да, то есть это все хорошие модели, да, законы хорошие, да, все хорошо вроде бы. Но мы видим, что вот этот дискурс, вот этот double talks, да, и, скажем, во многом способствует, да, вот этим конфликтам на местах, потому что как раз-таки большинство чувствует такую поддержку со стороны тех же чиновников, да, что мы на правах хозяев, да, то есть это тоже дискурс идет, да, когда говорят, вы хозяева земли, да, то есть если мы хозяева земли, что это означает? То это означает, что остальные все гости. Ну, получается так, да. Кстати, исследователи про это и писали, да, что вот несмотря на вот эту модель терпимости, да, многокультурности, да, толерантности, да, то есть вот это больше картинка, да, и эта картинка как раз-таки для international audience, да, для международной аудитории, да, вот, а внутри как раз-таки больше вот идет такое этническое, скажем, доминирование большинства, да. А есть сейчас современные тоже статьи про это, про вот double, как сказать, message talks, да. И местные, говорю, вот, наши, и доходят, и это до... Ну вот на англоязычные есть, вот... на наших языках, да, местных. На местных, на русском, на казахском языках я не видела, но вот наши исследователи про это много пишут. Это вот Диана Кудайбергенова говорит, это вот Бурханов Азиз, да, говорит о том, что как раз-таки, почему вот это происходит, потому что большинство чувствует поддержку сверху, да, что так можно делать, так можно поступать по отношению к другим, да, скажем, этническим группам. Да, кажется, вот у Азиза Бурханова и Дины Шариповой, да, был у них было несколько исследований, про... да, что такое мультикультурность, да, вот multiculturalism, мультикультурность, как это понимать? Какая мультикультурность в Казахстане? Да. Какая? Мультикультурность как раз-таки вот по последним исследованиям, да, говорится о том, что вот Бурханов Азиз это говорит, что это понимается такое признание доминирования. Вот такое многокультурность, да, то есть и этому способствует много факторов, и мы видим, да, вот 1 марта
да, день. Это что за праздник? Это день благодарения, да, вот, и все это, хотя официальный президент сказал, что это праздник, там, где, когда народу будут друг друга благодарить, но на местах люди точно поняли, что нужно благодарить только большинство, да, нужно благодарить казахов, да, гостеприимство. Вот. Кстати, я заметила, что в этом празднике, да, в начале месседж был таким, да, что народы должны благодарить казахов и потом друг друга, а потом в повседневности, как это празднуется? Люди просто отправляют друг другу там карточки маме: мама, благодарю тебя. Не знаю, вот в Павлодаре как тоже вот есть, да, такой обмен сообщениями, да, Аллах айту күні, день благодарения, благодарю тебя. Да, я как-то застала только вот этот вот второй смысл, то есть первый как-то я даже не знала, что он был изначально. То есть люди немножко вот так нивелировали вот эту этническую, да, вот составляющую праздника. Это вот тоже про интерпретацию народом, да, вот месседжа. Но только как вот политика интеграции это не работает, а вот как вообще день, где люди использовали вот этот момент, чтобы благодарить друг друга, это хорошо. Благодарить своих близких людей, да. Благодарить дорогих людей, наверное, да? Вы говорите, да, про сейчас проблемы, как сказать, вот про double talks, да, что есть разные месседжи. Это не из-за того, что у нас сейчас два языка параллельно идут, поэтому люди используют два разных контента. Сейчас я хочу перейти вот на тему языка. Вот тут, наверное, я к Ане больше буду обращаться, но и у вас хотелось бы вот ваше мнение, да, узнать. Анна, ты исследовала отношение молодежи к 3 языкам, да? К казахскому, английскому, русскому. И вот какое отношение у молодежи к казахскому языку, я бы хотела вот спросить. И может ли вот казахский язык именно быть языком для понимания? Объединял бы всех. Да. Да, я проводила исследования среди студентов Астаны, Алматы. И, ну, то есть я анализировала, в принципе, успешность языковой политики. И ну, там очень много действительно моментов было, потому что языковая политика такая обширная, но там также... Ну, вот в успешной языковой политике должна быть обязательно такая идеологическая составляющая, которая бы как-то прививала любовь к государственному языку, популяризировала его. И вот насколько это было успешно, пока что самый престижный язык считается английский. Я там спрашивала ассоциации с языками, и там, естественно, возможности, преимущества, и в целом очень такое позитивное отношение, то есть были такие ассоциации, как открытость, интерес, там, улыбки, что-то такое. Если к русскому языку рассматривать отношения, оно было такое, ну, повседневное, в принципе, близкое, то есть не в том плане, как в казахском близкое, да, а вот в том плане, что не чуждое, не чужое. И к казахскому были, в принципе, да, теплые отношения, но в то же время присутствовала, ну, некоторые негативные ассоциации, то есть там было про трудность изучения языка, про немножко вот то, что его не используют в обществе так широко, как хотелось бы, об этом говорили респонденты, и о том, что присутствует дискриминация к тем, кто не в полной мере владеет языком. А вот какие были, кого ты опрашивала? Потому что я вижу тоже другую, да, тенденцию, замечаю, что наоборот, если кто-то говорит на казахском, да, что-то сказал, такое позитивное восприятие, да,
заговорил что-то на казахском. Да, это были студенты. Они в основном русскоговорящие студенты были. Там как-то вот 50 на 50, то есть вообще разбивка по этносам была примерно, ну, плюс-минус, как в Казахстане, то есть там было большинство казахов, но среди них были как ну вот, с первым языком казахским и с родным языком русским. Вот. И там вот это негативное отношение дискриминации, оно шло больше про учителей в контексте вот обучения языку, то есть студенты чувствуют на себе, когда преподаватель видит, что там студент как-то, может быть, по их мнению, недостаточно старается или просто не испытывает какого-то горячего желания там, такое учить. было у меня с английским, например. Когда я изучала английский, то это зависело от преподавателя. Одна преподавательница, она была, ну, не знаю, старшего возраста, да, скажем, и у нее такое, я это называю советский стиль, такое, нет, надо вот так учить, вот так неправильно, и потом желание пропало. А потом у меня была другая учительница, которая отучилась в Америке, за рубежом приехала, моложе, и у нее был другой подход, да, к преподаванию английского языка. Да, и вот сейчас, ну, у учителей это, в принципе, ну, есть такое, то есть не у всех, но есть. Даже вот я сама хожу на курсы казахского, и... Да, расскажи про свой опыт изучения казахского языка. Я посещаю несколько групп, то есть и где русскоязычные, и казахоязычные. И когда... Уже пару моментов было таких, когда я знаю там какой-то перевод или знаю, как правильно сказать, то преподавательница начинала говорить, типа, ой, казахтар, орыс кыз всех сделала, как так можно, что же вы не знаете то, что знают вот представитель другого этноса, вот, и, ну, я уверена, что это на их самооценке, да, хорошо не отражается явно. То есть, когда этнический казах не говорит по-казахски, это больше шейм, а когда не этнический казахстанец, скажем, да, когда он говорит, пытается даже, да, на то казахском, то это воспринимается хорошо. Я вот вопрос был про это, да, может ли вот казахский язык там сблизит или, не знаю, raise, как называется? Поднять понимание друг друга, как консолидацию. Может, как вы думаете, казахский язык? Ну, возможно, со временем, да. Если будет вот такое поощрение, да, вот что ты говоришь на казахском и не будут обращать внимание на твой акцент, там, смеяться над твоим произношением, да, то со временем, почему бы нет. Недавно буквально вот один парень писал в Фейсбуке, вот русский парень, он говорит, он в такси спросил у водителя Яндекс.Такси, на казахском спросил, у вас есть Каспий Голд, да, и не могли бы вы продиктовать ваш номер? Он так старался, где так на казахском все сказал, говорит, старательно. Водитель остановил машину, вышел и пожал ему руку. Я говорю, спасибо, что ты стараешься, говорит, и учишь казахский язык. Говорит. И он говорит, мне было так приятно, я не мог не поделиться, говорит, в Фейсбуке, говорит, этим. Да. Да. То есть такие моменты будут часто, да, то есть общество, если казахскоязычное будет поддерживать, да, то я думаю, что процесс пойдет, да, хорошо. Ну, это вот опять-таки вопрос инклюзивности, то есть насколько будут принимать вот тех, кто старается говорить на казахском, в зависимости от этноса. Это тоже нечестно и как-то... Когда этнический казах другого этнического казаха шеймит, что он не говорит по-казахски, а вот наоборот не своих, да, скажем, что, ну, не этнического казаха, наоборот, поощряет, то есть это уже нечестно, да, говоришь, что... Ну, это вот такая проблема, да, на которую тоже нужно обратить внимание. И вот в плане, начнут ли как бы жители страны друг друга лучше понимать, если заговорят на казахском, мне кажется, да, потому что сейчас очень сильно видно, как русскоязычные и казахоязычные
вращается в двух разных таких пузырях, и социальных, и информационных, и там совершенно разные ценности тоже транслируются. Вот как-то ментальность, ценности, язык, традиции там. Но у народов, в принципе, мне кажется, должно это более-менее совпадать у одного народа. Да, мне кажется, и это влияет на понимание северных казахов, южных, да, то есть это вот региональное отличие тоже от языка. Если это один язык, может, понимание тоже будет. Да, то есть если брать нашу страну, то у нас здесь прям комбо, то есть русскоязычные, казахоязычные, разные регионы, разные этносы, внутри казахов еще свои отношения. Но на это можно смотреть не как на проблему, да, а на вот именно культурное разнообразие. Да. То есть смотря как смотреть на это. Кто-то говорит, это проблема, кто-то говорит, нет, это наше достояние. Да, если это не зацикливаться на этом, да, не зацикливаться на этом, что ой, мы все такие разные, нам нужно прийти все к единообразию, да, то есть это уже получается ассимиляция. Можно назвать эту ассимиляцию по-разному, интеграция, да, там культурная ассимиляция, частичная ассимиляция, да, но любая ассимиляция, она насильственная, да. А просто сказать, что да, мы вот такие разные, да, и просто как не заострять на этом внимание. Все. Вот если бы эту мысль до каждого гражданина донести, было бы просто великолепно. Да, быть разными это окей? То есть наше нормально? Богатство в разнообразии. Вот мой вопрос был больше про вот если язык казахский станет таким общим, язык межэтнических отношений, да, общения, межнационального общения, да, кажется, в 2019 году это было, президент сказал, да, казахский язык должен стать языком межнационального общения. И если вот язык станет, казахский станет языком межнационального отношения, может ли это как не сделать людей одинаковыми, а больше вот помогать понимать друг друга, что ли? Вот про это был вопрос. И еще я хотела у Анны спросить, да, как вот с точки зрения социолингвистики, что нужно, чтобы один язык заменил другой язык, как общий язык, да, межнационального отношения? Потому что у нас это стоит вот как цель нашей государственной политики развития языков. И, в принципе, к этому у этого есть преимущество, конечно, но ценить вот разнообразие — это тоже очень важно. И это то, как раз, чего не хватает нашей вот модели нациестроительства. То есть вот есть, если так упрощенно, сверху государство, которое как бы вот формирует эту политику нациестроительства, внизу люди, которые принимают или не принимают, но еще есть другие игроки на сцене, которые тоже могут на это влиять. То есть это могут быть национальные элиты, лидеры общественного мнения, может быть даже международная общественность, которая будет там как-то вкладываться в это. И еще, по-моему, ну вот лично для меня, что мне хотелось бы в Казахстане больше видеть, это деятели искусства, которые бы посвящали этому больше произведений, что угодно, может быть, постановки театральные, музыка, книги те же самые. И если бы они этот момент как-то отражали, то было бы как-то проще народу, возможно, принять это, потому что... Про разнообразие. Вы говорите про разнообразие или вы говорите только про разнообразие? Да. То есть через искусство это легче воспринимается, чем когда просто государство говорит там, вот мы все разные, но мы должны быть вместе. И вот кто-то это принимает, а кто-то не принимает. А вот на языке искусства, возможно, было бы более доступно. А вот идет как раз-таки обратная тенденция сейчас, да, то есть в широком дискурсе как раз-таки наоборот, да, что вот это разнообразие хотят превратить в такое единообразие. Да, но вот если рассматривать
государственную программу языковой политики. Там как раз-таки вот этот тезис о том, что казахский должен стать языком межнационального общения, вытеснить русский. Эта цель у нас стоит на пятилетку с 20 по 25 года. Ну, вот, якобы оно должно быть уже в процессе реализации, эта цель. И плюс то, что вот вы говорите, идентичность, да, вот, придут ли все к казахскому идентичность. То есть это тоже дискурс, это тоже обсуждается, да, и не только обсуждается, это и внедряется вот это, да, чтобы и в этом даже странно, что видят проблему, да, там вот этих же конфликтов межэтнических. А почему у нас конфликт? Потому что мы разные. А если мы все были бы одинаковы, тогда бы не было конфликтов. Тогда были бы другие проблемы, наверное, да? Вот. Тут вот такое идет, вот, что... Вот вы правильно подняли вопрос, Аня, да, что если бы говорили все о том, что разнообразие – это хорошо, что на разнообразие – это богатство. Нет, знание, я не говорю, что если казахский станет языком межнационального отношения, разнообразие пропадает. Это, общение, да. Это не про но это же приведет к убирать. Но это как Почему? тогда? Но это как? Ага. Вот каким? Ну вот сейчас русский язык является языком. Хорошо, тогда нужно проговорить дальше тогда. А что тогда будет с другими, да, языками? Да, здесь что вот... как-то идет замалчивание, вот будем развивать. Нет, в то же время сохраните другие языки. Есть такой дискурс, да, вот каждый может на своем языке говорить, сохранять. У нас есть школы, да, в языках меньшинств. Которые ежегодно сокращаются. К сожалению, да. Да, сокращаются, и уже сейчас, по-моему, закрыли все таджикские школы. Да. Демографии? Это не демография, как раз-таки повышается, а вот школы сокращаются. Как раз-таки вот такой парадокс, да, что численность населения увеличивается. А есть ли исследования, например, почему сокращается? Есть исследования, потому что плохое обеспечение учебниками, да, и школы, вот те же уйгурские школы, узбекские школы 2013 года полностью они не могут сдавать ЕНТ, да, то есть ЕНТ могут сдавать только на русском и на казахском языках, то есть это означает, что если выпускник 11 классов закончил, то он, получается, он идет куда? Он идет на поле, идет только на базар, да, потому что он не может, ЕНТ нету, ты не можешь участвовать, да, и там, получать какие-то гранты, да, вот, и это происходит от того, что и поэтому, по этой причине сами же вот эти эти этнические группы, да, они, родители же, да, они сами хотят отдать своих детей в казахскую и русские школы. Вот такая тенденция, да, что, а зачем? И когда вот я проводила исследования, да, я разговаривала с родителями, говорю, а почему вы ребенка не отдаете там, да, в уйгурскую школу, детей? И я такой ответ услышала, я что, враг, что ли, своему ребенку? То есть как это? Означает, у ребенка не будет никакого социального лифта. Да. Нерационально ли это, например, если ты живешь в Германии, знать немецкий язык это просто экономически выгодно? Это выгодно, абсолютно, да. согласна. Это, да, выгодно. Да. Ты изучаешь немецкий язык, чтобы экономически преуспеть в государстве, да, например, найти работу. Но это так, да, так, но мы же как раз говорим о сохранении этнического, тут такое получается, да, вот как такая дилемма, да. Вот. А если вы знаете, что как раз-таки 90% уйгуров, они очень хорошо говорят по-казахски, у них же похожие языки, да, и с детства они говорят на этих языках, вот. Но это тоже не факт, что после казахской школы ты станешь таким конкурентоспособным профессионалом. Да, конечно. То есть это больше про твои скиллы же, но тут уже разговор идет про какой государственный язык и роль государственного языка, вот как ты говоришь, да, в политике, языковой здесь политике. Вот это столкновение такое, да. То есть что продвигать казахский или сохранять другие языки. Просто у меня вопрос, один другому мешает? Не мешает. Вот как раз-таки можно продвигать, да, абсолютно, да. Это идет, этот процесс такой необратимый, он идет, да. Тут вопрос в другом, что хотя бы, да, желательно сохранить эти языки, да, как насколько это возможно, да, не так, чтобы вот с годами, да, то есть падает, да, то есть эти школы, это, то есть к чему это может привести, потому что они вообще исчезнут просто,
да. Хотя вот по последним данным, как раз-таки вот в этом году вот в уйгурских школах очень хороший набор идет, да. Только в этом году единственный год, когда был плюс, да. Почему? Потому что это вот работают вот эти же учителя, работают вот члены ассамблеи, да, вот, когда они таки уговаривают родителей, да, чтобы отдали детей в этой школы, вот. Но факт то, что им придется тяжелее те, которые будут поступать в вузы. Да. То есть им параллельно нужно будет еще один язык очень хорошо знать и готовиться к ЕНТ. Вот. А английский сейчас, он так занимает место... Язык, по-моему, вне конкуренции, да, я так поняла, что да? Всегда есть спрос, востребованность, топ. Да, это и так понятно. Потому что это тоже раскрывает возможности. Но это все понимают. Это, да, это связь с миром, там, экономическая и элементарно поехать путешествовать куда-то. Культура очень влияет тоже. Все смотрят сериалы без озвучки у меня вопрос вообще. Изучение языка — это рациональность или это поиск идентичности? Здесь вот также кому что ближе. То есть какие-то родители при вот выборе, куда ребенку пойти в школу, в какую школу, смотря какие у них ценности, то есть что им привили, если они там думают все-таки о сохранении своего вот этнического наследия, культурного наследия, своей вот, если они хотят передать вот эту вот идентичность своим детям, то они пошлют ребенка вот в уйгурскую школу, к примеру, или в казахскую, но, к сожалению, сейчас считается, что все-таки образование более сильное, специалисты, учебники, учебные материалы на русском, и те, кто хотят вот как-то продвигать, и на английском, разумеется, те, у кого достаточно ресурсов финансовых, они отправят в эти школы. Вспомнила, вот недавно был кейс же в Астане, когда родители пришли, спрашивали открыть русскую школу классы в казахской школе, и тогда вот прозвучал такой аргумент, да, что родители говорят, что детям сложно говорить учиться на казахском языке. И тогда вот как раз давали статистику, что на самом деле, может быть, это зависит от где это, да, местности, что вот качество казахских школ, наоборот, то есть и материала много, и специалистов много, там было про нехватку специалистов, да, если это русский класс. То есть есть ли такая статистика, да, и зависит ли это от где эта школа находится? Интересно было бы узнать их источник, конечно же. А так у Paper Lab вот есть как раз исследование про неравенство в среднем школьном образовании. И там, в принципе, есть данные о том, что русскоязычное образование ему как бы отдается предпочтение. То есть оно более сильное. Язык — это еще практичность, да, то есть люди будут изучать язык, когда им это, скажем, выгодно, нужно, это, да, с практической точки зрения, да. То есть для изучения любого языка нужна мотивация, и вот то, что, да, ему это надо, мотивация какая, то есть что он будет делать с этим языком, да. Какие возможности откроют ему этот язык. А меньше всего, наверное, вот это вот вы говорите, идентичность, да, вот такое. То есть насколько ему язык поможет в жизни. Вот, допустим, взять тех же, знаете, вот Узбекистан, да, вот что интересно, вот узбекский, вот если в 90-х годах, да, и Узбекистан вообще, там, знаете, только, да, на узбекском языке они говорили, в 2000-х годах, я помню, в начале 90-х годов, да, когда мы приехали в Узбекистан, как раз мы очень удивились, да, мы удивились, что пошли в ЦУМ в Ташкенте и попросили продавщицу, да, показать нам какой-то сувенир. Она ответила на узбекском. Мы ничего не поняли. Мы еще раз спросили, еще раз ответила на узбекском. Типа, это Узбекистан, мы должны говорить на узбекском. То сейчас как раз-таки я наблюдаю абсолютно другую тенденцию. Да? Я удивилась, что молодежь, вот те старшеклассники, да, студенты, они идут по улицам и говорят на русском.
разговаривают по-русски, да, вот, и когда я разговаривала с таксистом, да, вот в Ташкенте, он говорит, вы знаете, я спросила, как интересно, я думала, вообще здесь мало кто говорит по-русски, говорю, они так свободно все разговаривают, он говорит, да вы знаете, миграция, посмотрите, да, потому что, говорит, вот они говорят, да, они видят, если ты взрослый человек, с тобой говорят по-узбекски, говорят, а если молодежь, они говорят по-русски. Почему? Потому что же их же никто не заставляет учить русский в Узбекистане, наоборот же, они хотели отказаться тоже от русского языка. А почему? А потому что им нужно в Россию, да, ездить, да, потому что это миграция, трудовая миграция. Понимаете, русские не знают, что придется очень туго, да, вот это. Вот и все. То есть тут с практической точки зрения рассматривается это. Потом начали открываться курсы в Ташкенте, да, там, подготовка этих же мигрантов для работы в России. То есть язык — это в основном, говорите, что это средство коммуникации, поэтому выбор языка, он больше зависит от такой, как сказать, более такой рациональной калькуляции, да, практичности. Окей, да. Этот язык мне поможет. Образование, да, в этом. Найти работу, да, и еще, не знаю, откроют какие-то возможности, нежели чем идите. Вот, найти работу это вот самый первый, можно сказать, самый эффективный способ, если брать вот как произвести вот эту language shift, чтобы с русского все заговорили на казахском. То есть нужно создавать такие условия, рабочие места, чтобы знание казахского было все-таки преимуществом, как-то поощрялось, потому что финансовая мотивация, она всегда самая сильная. Второе — это, вообще здесь просто банально прозвучит, но это так и есть. Нужно в своем окружении регулярно говорить на этом языке. Вот вы упоминали межэтнические браки, этому тоже могут способствовать в том числе. И третий пункт — это здесь вот больше все-таки он связан не с какой-то практической или меркантильной стороной, но вот все-таки с какой-то вот национальной идентичностью. Это гордость и как бы радость за свою страну, то есть положительные эмоции. Опять-таки вот если брать, да, Геннадия Головкина, все очень гордятся им, поэтому все могут признать, что он казах. И также вот если язык будет как-то продвигаться, например, на международных конкурсах каких-то, если взять Евровидение, например. В том году вот итальянская группа Måneskin победила, и, например, в павлодарских там кафе, барах почему-то стали петь на итальянском, но не на казахском. Это вот просто поразительно, по-моему. И да, в принципе, вот позитивные, в принципе, отношения к стране, даже не упоминая там гордость за страну, но просто элементарные достижения страны. Я спросила у своей знакомой, которые, она уже в возрасте, то есть у нее нет никаких таких юношеских каких-то, не то что амбиций, но иллюзий, такой мечтательности. То есть я спросила у нее, ассоциирует ли она себя, вот как идентифицирует ли она себя как казахстанка или вот по этническому признаку. И она сказала, немного грубо, конечно, с какой стати я буду себя идентифицировать как казахстанка, если мне не нравится то, что происходит в этой стране, то есть какие-то процессы, там, коррупция, еще что-то, в общем, ее это разочаровывает, и поэтому она хочет от этого откреститься. Да. Если ситуация в целом наладится, то людям будет проще как бы
идентифицировать себя с казахстанцами, да, со страной, и с казахским языком в том числе, потому что сейчас государство очень активно продвигает, в каких-то местах даже навязывает казахский язык, и это вот, ну, в штыки воспринимается очень часто. Да, мой поинт про казахский язык был не про навязывание, а про больше как... Искренне полюбить и принять. И... Да, больше как необходимость, может быть, как будто открытие, как сказать, возможностей в будущем, я не говорю про сейчас, может быть, станет, да, и если такая возможность. Ну, сейчас, в принципе, тоже есть... Ну, то есть казахский тоже открывает двери, элементарно там сервис, то есть если вы не обслуживаете на казахском языке, то вы теряете клиентов каких-то. Или, ну вот для себя, почему я решила учить казахский язык, в том числе это чтобы проводить исследования, чтобы они были репрезентативными. То есть если я провожу только на русском, я не учитываю громадную часть мнения вот этого населения. И это, ну, большое упущение все-таки. А теперь такой вопрос. Вообще, кто ответственен за выстраивание и укрепление национальной идентичности? Это мы сами или это государство? Кто ответственен? Кто несет ответственность, да, за национальную идентичность? Ага. Это вот bottom-up, да, или top-to-bottom? Каким это должно быть, да? Было, в каких направлениях должна быть выстроена работа? Ну вот государство пыталось, да, несколько раз, вот там были концепции, вот, доктрина, да, вот национального единства, а потом еще какие-то документы. То есть государство спускает эти документы, а идет дискурс такой, да, то есть есть там меньшая часть населения, кто поддерживает, там большая часть населения не поддерживает, да, то тогда мы увидели, да, что вот этот документ просто свернули и все. Да, то есть государство здесь уступает, да, там, скажем, большинству, да, то есть если что-то не работает, то они просто это сворачивают. Тут говорить о том, что кто несет ответственность, это, наверное, все-таки двухсторонний такой процесс. Да. Государство предлагает, а народ одобряет или не одобряет. Вот именно так. Ну, плюс вот, как я упоминала выше, есть вот эти вот другие акторы, которые тоже могут влиять, но пока что они как бы не задействованы. Вот, национальные элиты, интеллигенция, ученые в том числе. И ну вот, как мы уже говорили, если будет больше вот подобных дискуссий, то это будет такой более осознанный вопрос, более осознанно к этому будут подходить. А как вы думаете, вообще есть поиск идентичности у граждан Казахстана? Есть ли вообще такой вопрос? Или это мы сами поднимаем сейчас? Ну, идет дискуссия, да, мы говорим вот про идентичность, но то, что сказать, что у нас сейчас так чисто такая казахстанская идентичность, трудно, да, сказать, то, что у нас чисто такая казахская идентичность, тоже, да, не можем сказать. То есть, ну, продолжаются, получается, эти поиски, да, вот. То есть процесс идет. Процесс, да. Мне кажется, это еще этот вопрос актуален для тех, кто, возможно, побывал вот за границей и задался вопросом, то есть, да, кто я и как я себя ассоциирую вот с той страной, с тем народом, с кем я живу. И, ну, это прям чувствуется, что кто-то может быть немного потерянным. Ну, сейчас я тоже про себя могу так сказать, потому что когда вот мы с подругой учились в Литве, там был такой момент на кухне, где собирается много разных национальностей, и все это понимают и по-русски, и по-английски, а вот охота как-то что-то свое обсудить.
И мы пытались, точнее, я пыталась на казахском, она-то умеет. Вот. И вот это вот не хватало мне очень сильно. То есть, что вот должно отличать и вот выделять меня среди других русских, которые разбросаны по очень многим странам. Ну, в принципе, к русскому этносу я так не могу сказать, что тоже как-то сильно себя причисляю, потому что, ну, все-таки мы в Казахстане, и это чувствуется, даже живя на севере Казахстана. Вот. Поэтому для таких... То есть это больше поиск идентичности может произойти, когда ты не в стране, да? То есть когда контекст другой немного. Вот Рита Сандерс пишет про немецких, казахстанских немцев, да, и вот Солидат Хименес Товар, вот антропологи, да, обе, про казахстанских дунган пишет. И вот что объединяет вот эти работы, это вот такой сложный процесс самоидентификации, да, что там есть и такая связь с Казахстаном, и в то же время есть вот транснационализм, и есть там... не знаю, вот этническое, короче, это вот такой микс самоидентификации. Вот я бы хотела спросить про вот по вашим исследованиям, да, какая идентификация у вот дунган? Очень интересный вопрос, да, спасибо большое, интересный, такой актуальный вопрос, да. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не совсем понимаю вот это такое пристальное внимание, да, вот к идентичности дунгана, и это как все началось вот после этих погромов, да, что вот когда вы говорите, что есть вот гражданская идентичность и есть там транснациональная идентичность, я не совсем понимаю, когда мы говорим о дунганах, не понимаю, о какой транснациональной идентичности идет речь, да, потому что исторически как раз-таки, да, что дунгане ассоциируют себя, вот казахстанский дунгане ассоциирует себя с Казахстаном, киргизский дунгане с Киргизстаном. То есть мы такие говорим, да, что это казахский дунгане, а те вот киргизские дунгане. В то же время надо еще вспомнить, что про советское время, допустим, да, кстати, сейчас очень много говорят, да, начали говорить про связь, там, дунган там с Китаем, да, что это китайцы, там, да, китайцы и так далее. На самом деле такой связи там такие и нету никакой связи. То есть то же самое можно сказать и про казахов, про уйгуров, да. То есть открылся Китай в 91 году, люди занялись торговлей, да, то есть это челночный бизнес, у кого там есть деньги там КамАЗами товары возить, и все, да. Единственное было у них преимущество, это то, что, может быть, они как язык понимали, да. То есть они сами удивились, в 90-е годы, когда открылись границы, они поехали в Китай, говорят, мы вас понимаем, да, у нас что-то похоже. Почему? Потому что в советское время как раз-таки полностью вот это отрицалось, да, что, в общем, говорили, что кто такие дунгане? Дунгане – это этнос, который зародился на территории Российской империи, да, вот. И вы если помните из истории, что в 50-60-х годах испортились советско-китайские отношения, да, и как раз-таки вот в советском дискурсе было полное отрицание какой-либо связи, да, вот дунган там с Китаем, говорю, что дунганский язык – это абсолютно уникальный язык, который зародился в Советском Союзе. Потому что в 1953 году, да, появился дунганский алфавит на основе кириллицы, да. И вот и дунгане как нация появились только здесь, да, на территории Российской империи. И когда уже я разговаривала с нашими учеными, да, там все говорю, какая связь? Какая у вас связь с Китаем, да? Там все говорят, мы, знаете, в 90-х годах, когда поехали туда, кто за товаром, кто-то там на конференции, да, мы очень удивились, что некоторые вещи мы называем там, да, одинаковыми именами. Да. То есть и приписывать, и говорить тому, что, значит, из-за того, что у них был язык похожий, что они приехали там, надо знать, да, то есть 150 лет назад, да, и что у них другая идентичность, это неправильно. Это говорят как раз таки люди, которые вообще не знают ничего про эту этническую группу, да, и сразу они стали чужими, несмотря на то, что там жили, да, там 150-160 лет на территории Казахстана, да, вот, нашли какие-то корни в Китае, да, то значит все, значит, у вас вот такая спорная идентичность, значит, вы как не уважаете, да, то есть говорили, что кто такие дунгане? Дунгане не любят праздник Наурыз, дунгане не уважают казахские символы, да, в то время как дунгане считают эти символы не казахскими, а общегражданскими, да, казахстанскими символами, да. То есть это абсолютно так вот неграмотно просто вот говорить, да.
Это про... Сейчас вспомнила работу коллеги Аиды Алымбаевой «Contested Identity of Sart Kalmaks». Да? Она писала работу про калмыков, которые в Кыргызстане живут, и вот про как их идентичность questioned. Вот спорная, да. Вот спорная идентичность — это очень... Спорная идентичность, здесь если говорить опять про Дунган, спорная идентичность, здесь идет такой дискурс, идет внешний, понимаете? Это дискурс вот казахскоязычной прессы в основном, да, когда говорят, что такие дунгане, это полукитайцы и так далее. Как раз-таки дунгане вообще не ассоциируют себя с Китаем абсолютно, да? То есть кто такие дунгане? То есть, которые живут в Казахстане, это казахстанский дунгань. И я сама была с этим, когда много раз, они гордятся, да, говорят, как кыргызам, вы знаете, а вот у нас вот в Казахстане вот так, по-другому, да, а вот, ну, потому что мы же там другие, да, вот мы же казахи, да, а вот вы кыргызы. То есть так идет такой разговор между дунганами, да, то есть они друг другу говорят, я казах, а вот ты кыргыз, да, а ты узбек. Да, вот южные тоже узбеки, когда в Ташкент ездят, тоже у нас в Казахстане, вот, да, есть такое, вот, или наоборот, вот ташкентские узбеки, про них могут сказать, вы казахи, да, вот, это гражданское. Да, и что интересно, да, что когда вот в Дунгане сами говорят, как интересно, ну вот, весь этот дискурс про них, да, а они сами себя считают гражданами Казахстана, что мы часть вот этих 130 этносов, да, то есть мы, идентичность у нас, вот, то есть мы граждане Казахстана, да, вот. То есть если куда-то ты едешь, ты говоришь, что я казах, все. Почему это проблема, я не пойму. И для кого это проблема? Тут идет больше, видите, как, да, политизация этого вопроса, да, нагнетание этого вопроса, да, вот. Потому что мы не слышим, наверное, не слышим вот этих голос снизу, да, не слышим этих голосов из этих комьюнити, да, вот. И вот такое идет вот отношение. Кто такие? Они живут там в изоляции, да, там их необходимо там интегрировать. Что такое изоляция в наше время? Да, в пещерах, что ли, они живут, да, изоляция? Нет никакой изоляции. Даже можете открыть там исторические вот эти книги, где вот первые исследователи писали, когда в 1870-х годах, когда дунгане начали прибывать на территорию, да, вот Средней Азии, как раз таки, говорит, было мало женщин среди них, было в основном мужчины. И поэтому они брали в жены местных людей. И сейчас, как раз таки, я не припомню, редко, может, какая-то семья есть, где нет смешанных браков. То есть если в Казахстане это очень такие смешанные браки с казахами, если в Кыргызстане это вот с кыргызами, да, говорит, что их нужно интегрировать. Интересно, интегрировать, что такое интегрировать? То есть если интегрировать понимается как слово, знаете, ассимилировать, цивилизовать их, да, то есть о чем речь? Вот, да, то есть здесь нужно абсолютно вот как-то говорим, да, то есть очень тщательно работать над этими терминами. Да. То есть вот у дунган, которые живут в Казахстане, есть, то есть они владеют своим языком, казахским языком, русским. Они владеют очень хорошо русским, двуязычный русский язык, да. И идет последние 15 лет идет такая тенденция, что очень престижно отдавать детей в казахские школы, да. То есть там на троях, да, они говорят, а вы знаете, у меня вот ребенок пошел в казахский школу, вот он умеет читать, вот там отправляет информацию на чат, да, показывает там, вот у меня внук умеет считать до 10, а то у меня вот такие слова говорит. То есть молодежь сейчас, в принципе, хорошо владеет казахским языком. И вот они говорят, то это те, которые вот в советское время жили, да, вот они говорят. Вот. И почему это проблема, опять-таки, да, то есть здесь нет никакой проблемы. То есть если есть отдельно популисты, политики, да, которые хотят из этого сделать проблему такую, да, и объединить вокруг этого вопроса отдельных людей, да, и настроить их против вот определенной этнической группы на основании чего? На основании, опять-таки, их этнической принадлежности. Да? Вот. То есть, это, опять-таки, это очень большая проблема, и это все очень влияет на, скажем, да, на национальную безопасность страны, да, вот. И как раз эта проблема как раз-таки этих популистов, политиков, да, популистов известных вот этих блогеров, да, там отдельных членов вот правительства, да, там парламента, да, которые как раз-таки говорили, ой, они чуть ли не изоляционисты.
да, у них, оказывается, люди там не делятся там на несколько групп, там на группы не делятся, но есть какие-то культурные отличия, да, там так же, как и у казахов регионально, да. Вот, и что интересно, вот эти же политики говорят, а вот это же неправильно, что они вот так, у них есть культурные отличия, а у нас такого нет, говорит, у нас у казахов нет. Кому бы это он рассказывал, да, что казахи не делятся ни на жузы, ни на роды, да, то есть это, но зачем так? Зачем вот так вот на широкую публику, да, вот просто говорить неверные, неправильные вещи, да, говорить неправду. Да, то есть это больше про интерпретацию. Это разыгрывание, это значит разыгрывание этнической карты просто. Для дестабилизации, в целях дестабилизации обстановки в целой стране. Когда нет проблемы, то есть на пустом месте придумывает какую-то проблему. Да, да. Что вы в мечети сидите, вы читаете проповедь на своем языке, да, на казахском языке. То есть, а что здесь не так? Где противозаконно? Да? Что если вы читаете, вы там друг другу объясняете там, да, вот, на своем языке, то было понятно. Вы у них там, они там занимаются контрабандой, да, там, да нет, все в рамках закона. Если кто-то экономически богател, то есть если они нарушают закон, то, наверное, это уже задача правоохранительных органов здесь разбираться, да, наверное, уже к ним какие-то претензии, если есть среди них бандитов. Но это же никак не может вот влиять полностью, да, на отношение там, к этому, отношение людей вот именно к этому этносу, да. Вот это искусственное обострение. Это абсолютно очень искусственное обострение, я считаю, что это опять-таки популисты, да, то есть я считаю, что это как раз-таки вот уже работа спецслужб, работать с этими вот популистами, да, которые искусственно хотят вызвать вот такую дестабилизацию. Да, хотя иногда это не искусственно, я тоже дискурсы тоже наблюдаю, что есть люди, которые реально верят. Верят, да, и вот это и есть, и вот это создает дискурс такой, да, и что люди идут за ним, последователи идут, да, то есть кто-то там, блогер пишет, а у него там 100 тысяч подписчиков, да, и он вот поднимает вот этот вопрос, да, ой, что они наши враги, что те неблагодарные гости, их нужно наказать, нужно мобилизоваться, то есть идет открытый призыв к насилию. Спасибо, что ответили на вопрос про самоидентификацию. Да, да. Спасибо большое. Про процесс самоидентификации в Дунган, да. Я думаю, мы могли бы еще говорить и долго, да, очень это, долго, кажется, время тема, идет, да, время так быстро прошло, и тема такая, тоже, как сказать, это тема, о которой мы особо не говорим, и даже если говорим, может быть, как сказать, у каждого своя правда остается в итоге. И мне кажется, вот эту тему, именно вот экспертную дискуссию часто вот проводить, да, про построение казахстанской идентичности, да, или что такое, не про построение, а вообще что такое казахстанская идентичность, что это может быть разным, что не бывает такого, как сказать, одной формы для всех, да, что у нас есть разнообразие. И, кстати, антропологи изучают именно разнообразие культур и разнообразие даже вот среди одной этнической группы, да, и хорошо, мне кажется, всегда вот обсуждать и говорить на эти темы. Я вначале поднимала, да, вот вопрос, формулировала сегодняшний подкаст про вот, что такое казахстанская идентичность. И хочу спросить, мы вроде пришли, да, сказали все, что хотели, или если есть что-то добавить, мы можем... Я за то, чтобы вот, да, что разнообразие, да, что разнообразие — это и есть достояние людей, да, что разнообразие важно сохранить, да, и правильно это интерпретировать, да, что разнообразие — это не значит, что отчуждение, да, разнообразие как раз-таки это богатство страны. Да. К знанию языков относиться как не к угрозе, а как к возможностям, и не обострять вещи на пустом месте, не создавать проблем. И не зацикливать внимание на том, что ты другой, а именно относиться к тому, вот как Аня, мне очень понравилось, как Аня сказала, что если будут на разных
уровнях поднимать эти вопросы, как эксперты, как люди искусства, да, говорить именно о том, транслировать это в народ, да, да, что разнообразие это хорошо, это богатство, да, а не плохо, да, то тогда как раз-таки, да, вот мы придем к единому пониманию, да, что как раз-таки мы и построим вот это общество, гармоничное общество. Да. Хорошо, мне кажется, на этой красивой ноте можно закончить сегодняшний подкаст. Спасибо, что пришли.